Добрый день, уважаемые гости и участники. Наша сегодняшняя встреча посвящена столетию Федора Кузьмича Попова, первого из якутского народа-героя Советского Союза, а также предстоящему Дню Героев Отечества. У нас в гостях Амосов Олег Иванович, председатель Совета Братства Краповых Беретов, член Совета ветеранов боевых действий внутренних войск. Яныгин Владимир Геннадьевич, учитель ОБЖ, средней общеобразовательной школы номер 30, руководитель школьного военно-спортивного клуба «Соколы». Лютый Валерий Алексеевич, председатель Якутской республиканской общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», народный депутат, руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Республике Саха-Якутия. Гребенников Николай Григорьевич, полковник, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха-Якутия. Старший помощник начальника отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Республики Саха-Якутия. Копырин Нюргун Афанасьевич, кавалер Ордена Мужества, медали Патриота России. Росин Михаил Жарафович, сотрудник военного комиссариата Республики Саха-Якутия, помощник начальника по военно-патриотической работе. Слово для приветствия предоставляется директору Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина Евдокии Петровне Винокуровой. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые наши ветераны. Спасибо, что сегодня вы пришли на наше мероприятие, которое лежит в основе календарного плана по гранту, который мы выиграли. Это был конкурс, первый конкурс президентского фонда культурных инициатив. И наш проект, он так и называется, вы видите, молодежный фестиваль патриотической песни «День героя», посвященный столетию Федора Кузьмича Попова. Мы предварительно, перед тем, как эту заявку подать, конкурсную заявку, провели опрос молодежи. Те, которые учатся в детских школах искусств, среди наших кружковцев, среди школьников Гагаринского округа, Мархи, и города Якутска. И выяснилось, что только 43% примерно знают, кто такой Федор Кузьмич Попов. И примерно столько же процентов знают, что есть праздник всероссийский, причем День Героев Отечества, который проходит 9 декабря. И мы считаем, что одной из основных задач работы нашего Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина это является патриотическое направление. Мы государственное учреждение, и поэтому мы все-таки обязаны преследовать государственные цели и задачи. Потому что патриотизм — это такое слово очень широкое. Это ведь не только ветераны военных действий. Это также работа спасателей, работа врачей, органов внутренних дел, и даже и другие службы есть. И мы бы хотели, чтобы такие встречи, как сегодня, они у нас стали традиционными и ежегодными в преддверии Дня Героев. И надеемся, что через год у нас будет больше в зале слушателей, потому что из-за пандемии у нас сегодня очень ограниченное количество участников. И ветераны будут нашими постоянными гостями. И этот конкурс молодежно-патриотической песни мы хотим также, вообще у нас есть, он и был, этот конкурс, но мы хотим его, как сейчас говорят, масштабировать, и привлечь больше общественных сил, и спонсоров, в том числе, для того, чтобы популяризировать и сам всероссийский праздник День Героев Отечества, и чтобы наша молодежь знала наших героев и через песню приобщалась к патриотическому движению. Если посмотреть в другие страны, развитые страны, в том числе те страны, которые популярны сегодня у нашей молодежи, ведь в этих странах очень сильно развит патриотизм.
вот этот вот дух патриотизма, да, на самом деле. Вот. И я очень хочу, чтобы, и вообще и наш коллектив тоже, да, чтобы этот дух патриотизма среди нашей молодежи, да, он становился как-то все более таким широким и емким. Да, и через вот действие, чтобы не искали, конечно, каждый волен в своих передвижениях и искать вот свое вот путь жизненный, да, к самореализации. Но вот не зря же есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. На самом деле, я считаю, что вот каждый должен осознавать, особенно вот те, у которых все еще впереди вся жизнь, да, что все зависит от нас самих. И что наша вот жизнь, она может стать лучше и будет становиться лучше, да, если мы каждый сам будем отвечать за вот ответственно подходить и за свою и к своей работе, да, и к своему окружению, да, и за то место, где мы живем. Вот. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча, она в какой-то мере вот расширит восприятие патриотизма, да, вот среди наших слушателей подкаста, да, вот и мы будем с вами встречаться регулярно и надеемся, что наши ветераны поделятся вот своей хроникой, вот фотографиями, которые мы бы использовали бы в своей работе, размещали бы, да, и на нашем сайте. И во время гала-концерта, да, вот фестиваля патриотической песни, наши зрители бы увидели вот моменты вот вашей вот жизни, вот тех горячих дней, вот опасных, да, по долгу вашей службы. Вот. Так что спасибо вам, что вы сегодня смогли прийти, уделить время, и надеюсь на такой хороший разговор. Мгм. И мы начинаем нашу беседу. А, Расскажите, пожалуйста, о себе. Давайте я возьму инициативу. Мне слышно, наверное, да? А, Я, наверное, почему я первый взял микрофон? Ну, по работе мне, наверное, через час надо будет уйти. Если мы не вложимся, конечно, наверное, придется и остаться. Но я хотел сказать, что, во-первых, я хочу поблагодарить своих товарищей боевых, что нас тут столько много. Несмотря вот на все вот эти наши меры ковидные и так далее, ребята понимают, что ну, нужное дело вот, встречаться молодежью, объяснять и так далее. И сегодня нас вот, ну, чуть меньше, чем вас в зале. Это очень радует. И немного о себе. Ну, представлюсь, Лютый Валерий зовут. Служил в Афганистане. 82-83 год, комиссован был по тяжелому ранению, служил в воздушно-десантные войска в разведроте, разведчик в войсковой разведке. После прихода из армии, как и мои товарищи, много лет занимался и занимаюсь, сейчас уже меньше, но в основном сейчас, вот, когда были больше возможностей, времени и сил, занимался военно-патриотическим воспитанием, клубы десантников вел, ребят тренировал. Много мероприятий, участие с комсомолом было проведено. Сейчас тоже по мере сил принимаю участие вот в таких встречах, как сейчас, в каких-то других мероприятиях, направленных вот на патриотизм, на обсуждение вопросов жизни ветеранов, социальных вопросов ветеранов. Ну, коротко так. А сейчас еще, кроме того, еще приходится, вернее, судьбой выдалось мне, так сказать, быть народным депутатом в парламенте. Занимаюсь в комитете семьи и детства защитой детей-сирот, обеспечением их жильем, 7 многодетными детьми. Ну и, конечно, как ветеран боевых действий, конечно же, не выпускаю возможности быть инициаторами законопроектов, постановления различных, которые в помощь ветеранам боевых действий. Потому что мы знаем, что ребята, которые называют ветераном боевых действий, это люди, которые исполнили свой долг ценой своего здоровья, а иногда и жизни.
рискуя своей жизнью, выполняя в разных местах, еще раз повторяю, это не важно где. Главное, солдат должен исполнять приказ. Правильно, четко, и этим тогда армия будет сильна. Поэтому эти ребята выполнили свой долг достойно, и, конечно же, государство должно тоже понимать, что нужно заботиться о тех, кто потерял свое здоровье в этих горячих точках. Ну, вот для начала так. Передаю микрофон. Ну, добрый день. Спасибо организаторам вот такого фестиваля. Где-то, я точно не могу вспомнить, это лет 12 или 15 я делал такой фестиваль подобный. Все ошибки, которые были допущены, я вам скажу, подсоветую, да, чтобы вы не спотыкались там, это очень серьезно. Довольно-таки, так кажется, все это простенько. Сошлись, попели и ушли. Там очень много нюансов таких. Но то, что вы затеяли такую тему, ну, замечательно, это хорошо. Я председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Гребенников. Служил в Афганистане, 80-82. С 83 года рядовым поступил в милицию, доработал до полковника, ушел на пенсию, сейчас работаю в военкомате по военно-патриотической работе. То есть это всю жизнь меня преследует. Ветеранская работа и работа со школьниками, и, главное, патриотика. В функциональные обязанности у меня сейчас входит это юнармия. Знаете, что это такое, да? Это под эгидой Министерства обороны. Лично Шойгу это курирует. Мы этим занимаемся. И наша республика, она стоит не на очень таком плохом счету, на очень хорошем даже. У нас на сегодняшний день 6662 юнармейца в республике. Это показатель очень такой серьезный. Мы вот в среду будем принимать юнармейцев, в четверг, ну и тому подобное. То есть есть такая тематика. Здесь вот мой коллега Яныгин Владимир находится, мы с ним очень много лет контактируем именно по патриотике. Это такая тематика. Все об этом болтают, языками чешут, а вот делать это намного сложнее, тяжелее, чем вот это высказать. Мы патриоты, там, это надо доказать, это надо объективно доказать своими силами, своими какой-то энергией, своими делами. Ну, в этом, если будет желание, это аэропорт. Если Яныгин здесь, значит, мы вместе уже. Это во многом поможем. Я думаю, что будем пользоваться и вашим этим замечательным залом, и вашим помещением в дальнейшей работе. Ну, вкратце так. Будут вопросы, пожалуйста, конечно, можем ответить на любой, потому что опыт есть. День добрый, участники фестиваля. Я вот буквально на днях назначен то есть, в военкомат республики, тоже в одном отделении работаем вместе по работе, в военно-патриотической работе. Сам я тоже с 92 по 19 год работал в органах внутренних дел, подполковник в отставке, находился в период службы, тоже был командирован в Северо-Кавказский регион. Ну, у меня вот получается первый вот опыт по направлению вот военно-патриотической работы и по работе с ветеранами. Ну, желаю продуктивной работы. Ну, вкратце так. Добрый день, уважаемые участники и гости фестиваля. Я Копырин Юргон, уроженец Усть-Алданского района, село Соттинце. В 1994-м призвался в ряды вооруженных сил российской армии. 95-96 принимал боевое участие в Чеченской республике по восстановлению конституционного порядка. Был ранен в 96-м, лечился в Смоленске. Демобилизовался в 96-м с города Нарфаминск Кантемировской дивизии. Ямпольский полк, разведбатальон. После армии учился. После окончания учебы с 2000 по 2020 январь
работал в родном селе, Усть-Алданском техникуме сейчас нынче. В 2020 переехал в город Якутск. В данный момент не работаю. Так, насчет патриотики сказать, 2012 года создал и открыл военно-патриотический клуб «Щит и меч» имени Героя России Михаила Михайловича Стрекаловского. Тоже первого героя из якутян с России, от России. И до 20 января был руководителем. Принимали соревнования, фестивали, во всех проводимых мероприятиях по патриотике в республике. Благодаря Николаю Григорьевичу Гребенникову постоянно участвовали. 2 раза занимали первые места по республике. В России в 2015 мой клуб, это «Щит и меч», участвовал тоже в таком молодежном фестивале «Чистое сердце». Да, «Чистое сердце». Ну, там тоже 3 место заняли. После Волгограда и Волгоград 1 место, потом, не помню, мы 3 заняли, это точно. Так, это трудная работа. Так-то, если взялись, надо довести до конца, чтобы увидеть и почувствовать результат своей работы. Спасибо за внимание. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Сергучев Аммосов Олег Иванович. Родом из Аллайховского улуса, село Чкалово. По срочной службе начала 2000-х, это 2-я чеченская кампания. По срочке я сразу туда попал, на 6-й месяц службы. И, потом уже по контракту дальше остался. И в 2012-2011 году при выполнении СБЗ в горах получил тяжелое ранение. Это граница Чечни и Грузии. В 2011 году, 10 мая как раз, 12:30. Вот. После этого лежал в Москве внутренних войск, госпиталь внутренних войск на Балашихе находится. Там год лежал. Вот. После госпиталя продолжил службу до пенсии в родном том же отряде специального назначения. И был так. И в 16 году, в 16 году я ушел на пенсию. В 16 году ушел на пенсию, прибыл в Якутию. Это Башкортостан, город Уфа, где мой отряд спецназа. Вот там я проходил. А начинал я с Хабаровска, с Тайфуна, 67 ВЧ, Владивосток, 24-й отряд, и 29-й отряд, город Уфа, это генерала Шаймуратова. Вот. После пенсии, после ранения вообще тяжело было что-либо делать. Долго восстанавливался, все заново учился делать. И потом, сослуживцы очень хорошо помогли мне в отряде. Всегда со мной рядом были. Вот. После, уже как уволился, уже нормально себя чувствовал, уже без костылей, без ничего, уже сам, сам уже себя мог уже спокойно,
По прибытию сюда я познакомился вот с хорошими людьми, которые вот рядом все сидят. Все знакомы, все знаете. И начал это... Насчет по патриотизму я сырой человек, как бы только начинаем мы. У нас как бы внутренние войска это Росгвардия получается, а с Росгвардией у нас сейчас новый проект, ну как новый, этот проект еще давно был в планах с Лысяком Сергеем Ивановичем. Это братство Крапов-Беретов с Москвы, Герой России, полковник. С ним я в каком году встречался? Это было 18-й год, по-моему, где-то было. Ага. И он мне тогда юридическим отделом я познакомился с Игорем, тоже в Москве. И с ним связывались. Он уже говорил то, что документы скоро будут готовы. Ждем. И сейчас в этом году мы начинаем вот гвардейскую смену Яныгиным Владимиром. 30-й школе будем запускать, если получится. Но дай бог, чтобы все у нас получилось. Все-таки. Ну вот так вот. Спасибо. Яныгин Владимир Геннадьевич, руководитель учитель ОБЖ школы номер 30 и также вот руководитель школьного военно-спортивного клуба «Соколы». До этого, значит, работал в 3-й школе. Также, значит, у нас был там создан военно-спортивный клуб имени Владислава Фелькера, которым я руководил с 2007 года по 2020 год. Вот тоже прошли очень много различных мероприятий, этапов становления этого клуба. Вот, и очень горжусь этим, что наши выпускники этого клуба сейчас очень достойно проходят службу в армии, в органах внутренних дел, вот, в силовых структурах МЧС. Вот, поэтому я думаю, что вот эта вся работа, которая у нас проводится вот, людьми по патриотическому воспитанию, она делается не зря. Вот, и это тот вклад, который люди делают, это самые наши вот боевые офицеры. Вот, это все очень положительно сказывается на нашем подрастающем поколении, на нашей будущей смене. Вот, поэтому хочется, чтобы у нас вот эта вот работа продолжалась, укреплялась и расширялась. То есть расширялась очень хотелось бы, чтобы больше детей было привлечено сюда. Вот, как можно больше клубов возникало не только в школе, да, города Якутска, но и также по улусам республики. Вот, и это движение хотелось бы, чтобы оно процветало. Все, спасибо. Сегодня мы подготовили для вас вопросы, и первый вопрос будет от меня. Были ли у вас в детстве герои, на которых вы равнялись? Знаете, в детстве, но у нас было такое советское детство, ну, по крайней мере, у меня точно. Я отношусь, наверное, более старшему поколению, вот афганцы так называют. И, конечно же, что все те герои, которых проходили мы в школе, там Александр Матросов, ну, естественно, в то время у нас гремело имя Гагарина. В общем, всем тем, что мы им гордимся. Для нас герои вот тех Моресьев, там, ну, я много могу перечислять. Это люди, в общем, которые в рассказах, книги написаны. И мы их читали, это все прочувствовали, и над которых воспитывались мы, ну, в прямом смысле этого слова воспитывались. Наш характер, то, что нам помогало в дальнейшем, наша вот любовь к родину, патриотизм, это как бы и пафосно не звучало, но именно на этих примерах мы воспитывались. Но от себя скажу, добавлю. Вот приезжал сюда как-то актер Галкин. Он сыграл интересную такую, на мой взгляд, в тот период советский необычный фильм был «В зоне особого внимания». Там показывали, вот, как на учениях ведут себя десантники. И когда мы встречались с Галкиным,
мы как-то не сговариваясь с ребятами, которые с ним встречались, афганцы, сказали, а мы вот смотрели, помните, мы вас помним по этому фильму. То есть он на нас произвел впечатление, и именно поэтому многие захотели стать десантниками. Вот казалось бы, да, просто фильм. Конечно, я сейчас пересматриваю, где-то этот фильм мне вызывает улыбку, уже зная, пройдя все и вся, как говорится, своим опытом. Но тогда на нас произвело впечатление. Это ребята, которые могут преодолевать много, преодолевать прежде всего свой страх, физическая подготовка и так далее. Ну, для нас это было, как бы стимул. И вот я хотел сказать, что фильмами, книгами, были передачи по телевидению такие, в общем, которые могли зацепить. И вот это все вот для меня это все герои. Вот для меня это герои, и которые повлияли на меня. Конечно, может в последний момент показаться недостаточно убедительным, потому что это все-таки актер. Но он играл роль, это в тот период это для меня был современный герой, такой современный солдат, который ничего не боится, который простой, который, веселый, задорный, такой человеческий такой человек. Он очень хорошо сыграл, он был очень такой персонаж, сыграл десантника такого положительного. Хотя я не знаю, может быть, есть и отрицательные, но мне таких неизвестно. Но еще раз говорю, это современный герой, да. Ну, а, конечно же, то, что мы знаем о героях Великой Отечественной, конечно же, тут об этом мы много говорим, об этом мы рассказываем, особенно на встречах. Но это уже другая история. Это исторические герои. Это примеры, самый трудный период нашей жизни, нашей страны. Вот как-то так я хотел сейчас сказать, что есть равняться всегда есть равняться и выбирать героев, как классические такие, очень знаменитые, как Юрий Гагарин, как наши земляки, Федор Попов, да, там, который Днепр, первый пересек Днепр и обеспечил, чтобы с малыми потерями переправились наши войска. Один из первых был на противоположном берегу. Ну и тогда таких примеров много. Поэтому всегда есть на кого равняться. Есть герои, поэтому надо об этом говорить, надо это обсуждать, рассказывать об этом. Наверное, так. Очень досадно, что недавно сняли с учебного процесса одну такую книгу Павел Корчагин. Вот это был наш герой, который делал узкоколейку, они делали комсомольцы, активисты, голодные, холодные, но они знали, что это делается для Советского Союза, что это делается для молодежи, знали, что это для нашего государства. Это, конечно, досадно. А у нас были герои, да. Мачиш-плохиш, был мультик такой. Все, плохиш это плохой, чебольшиш это значит замечательный, там слава герою и тому подобное. Все это было. Вот недавно у нас был в общественной палате, позавчера даже было такое хорошее большое мероприятие, и там был задан вопрос, а чем мы можем поменять героев Советского Союза на сегодняшних для молодежи? Я понимаю, что конницу, да, Буденного можно поменять на танки. Еще что-то. Как можно героя поменять на кого-то? Были такие у нас великие полководцы, они остаются. А для молодежи современной как можно поменять? Любая молодежь, я помню свои годы, все говорили, молодежь 60-х, я к 60-м отношусь, как Валера тоже, нам сказали, что мы потерянное поколение. Мы слушали там Led Zeppelin, Kiss, Queen, там это всякие иностранные какие-то песни. Все, с нас толку нету никакого. Начался Афганистан. Мы показали свое. Следующая молодежь. Начались события в Чечне, Дагестане. Что наша молодежь показала? Такие же героические поступки. Вот ребята сидят, одни из них. Никого, никем менять нельзя и не надо. В 1912-18 году как их можно поменять? То есть
молодежь, она и есть молодежь. Просто она поменялась немножко. Больше компьютеризирована и тому подобное это. А герои всегда есть и будет. Вот сейчас мы сидим здесь, Федору Попову посвящено. Да, замечательный человек, он всю жизнь отдал для того, чтобы победить этот фашизм, чтобы больше уничтожить этих гадов всяких, вот, которые не дают нам ни жить, ни детям в школы ходить и тому подобное. Вот этим сегодняшним мероприятием, по-моему, ответ, то, что чем поменять героев? Нельзя ничем. Они есть, были и будут. Спасибо. Ну, если вернуться в детство и если вспомнить, вот в 70-х годах у нас в семье появился первый телевизор, и там как раз шел вот фильм «Вечный зов». И у меня вот первое вот такое вот знакомство обществом и уже глазами ребенка, смотря вот этот фильм, у меня уже внутри себя уже ну, появились вот герои в лице вот того же Захара, вот перечислять можно вот братьев, которые вот защищали, вот, начинали вот с истоков, стояли у истоков революции, потом Отечественная война, потом уже со временем уже мы, уже смотря вот эти фильмы, мы уже выходили на улицы и уже делились на этих героев. Уже кто-то, большинство мы хотели стать положительным образом, соответственно, мы на этих фильмах выросли, потом уже я уже дал, уже после окончания школы документы подал на военное училище, потом не получилось, и в район дали 2 места, и на одном месте нас было 5 человек, и получилось, что я ушел в армию, потом после армии пришел и устроился в органы внутренних дел. Ну, герои, про героев можно рассказывать бесконечно, но вкратце как-то так. В детстве любимый фильм был, ну, много фильмов было, а так самый запоминающийся «Бой идут одни старики», там этот маэстро, его фраза, образ, что-то мне ближе было. А так вот, герои были, будут. Это жизнь, если так вкратце сказать. Вот с нами в 95-м на Кавказе сводный батальон Терского казачьего войска было. Вот у них вместо военного билета удостоверение казака было. И там написано их девиз: «Мы были, мы есть, мы будем». Этим и все и сказано. Потом, когда я вот клуб свой создавал, этот девиз тоже, ну, клубный девиз наш. Так и остался. Мы были, мы есть, мы будем. Герои были, будут. Ну, это как проще так сказать. Насчет про героев, у меня, ну, по фильмам, старым фильмы все хорошие были. Именно про войну все мы смотрели. А герои обычно для меня как... Это военные были всегда для меня. Я на военных всегда смотрел с малых лет, как на героев. В школе про них всегда говорили. Тот же патриотизм получается. И недавно мы переписывались в Одноклассниках, и резко кто-то посмотрел на краповый берет мой. И вспомнил, говорит: Олег, ты же в детстве говорил, 15 человек краповиков по России. То есть у тебя сейчас краповый берет, все-таки ты взял краповый берет, говорит. То есть я заслужил. Да, говорю.
Ну, вот так вот. Человек, когда у человека образовывается в голове какая-то цель или что он достигает, оказывается. Вот так. Это от человека зависит. А насчет героизма, вот ребята все сказали вам, герои всегда будут. А героев не забываем. Спасибо. Добрый день. В первую очередь, спасибо, что уделили время и пришли к нам. У меня будет достаточно такой простой вопрос, но немаловажный. Меня интересует, как вы выбрали свою профессию. С юношества ли вы уже выбрали для себя, или какие-то жизненные обстоятельства все-таки повлияли на это? Да, я вот со школьного возраста постоянно смотрел, была передача «Служу Советскому Союзу». И я постоянно вот эту передачу, если вот в 11, по-моему, утра было, и постоянно в это время я бегом иду домой и смотрю. И отец мне как-то говорил, вот, сын, 8 класс пойдешь, я тебя направлю в Суворовское училище. Я жил этим. 8 класс окончил, мы же деревенские парни. И, просто прямо не спрашиваем, отец, ждем отца, действия отца. 8 окончил, уже 10, уже себе вывод сделал, уже Суворовское училище, уже все. Ну, наверное, мой отец не знал, он просто себе, как говорится, мысль вслух сказал, ну там же надо все оформить, направить, откуда, от чего-то оттолкнуться. Потом я уже, начальная военная подготовка в классе была, и у меня этот учитель сказал, что есть такое, что вы можете после 10 класса пойти в военное училище. Я подал документы. В то время у нас Советский Союз же было, и в то время нас всех после 10 направляли на совхозы. Ну, я один просто направил, и как будто получилось, что я отделился от класса, и что на практику не вышел. Ну, я сказал, что набор не попал, поэтому я 2 руками пошел в армию. После армии, служа в армии, я уже знал, что я пойду после армии в органы внутренних дел. И так служил 28 лет, и вот после уже 1,5 года на пенсии. В принципе, я уже с малых лет, я знал, что я стану, ну, моя судьба будет все равно связана с военной службой. Как-то так, спасибо. Я вот добавить хочу сказать, что, чтобы было понятно, что мы тут не все военные. И тут важно понимать свое призвание. Николай Григорьевич сказал, что нас выбирает время. Да, вот даже у нас книга такая «Время выбрало нас». Некоторые стали военными, потому что, ну, такое время прошло, они прошли, и как бы вот уже и пошло по этому пути. Но у некоторых судьба сложилась по-другому. Я, вот, например, не военный, я пошел работать в комсомоле. У меня как-то были такие, обнаружили задатки, что я могу кому-то что-то помогать. И сейчас вот в своей работе Общероссийского народного фронта наша задача, общественная организация, это помогать людям. Вот. И как депутат народный тоже я пошел именно в депутаты, потому что на общественных началах, не получая зарплаты, наоборот, свои деньги трачу, чтобы где-то кому-то как-то помочь, где-то провести какие-то законы, которые помогут людям. То есть вот это тоже, я про что хочу сказать, что быть патриотом — это не обязательно быть военным. Вот рядом со мной сидит человек, который занимается подростками, детьми. Он их воспитывает как в физическом плане, так и в моральном, по подготовке к армии и так далее. Человек не военный, но от него исходит именно тот патриотизм, который не напускной, который не на бумаге. Вот это главное, что есть такие люди. Спасибо. Добрый день. Я бы хотела узнать, вот как раз была затронута тема героизма, героев, вот именно по вашему мнению, какими качествами должен обладать самый настоящий герой? Он должен обладать очень малыми такими свойствами, качествами характера. Он должен быть гражданином нашей России.
Он должен быть настоящим жителем Якутии. И все. Потому что детей вытаскивают из пожара кто? Тоже дети. Утопленников помогают выжить кто? И юноши, и взрослые, все. Патриотам нельзя сказать, вот, я герой. Как можно сказать? Он будет ходить по улице и сказать «герой»? Нет. Он появляется в экстренных ситуациях. Это исходит от воспитания в школе, от воспитания в семье. Иначе быть не может. Да. Николай Григорьевич хотел с ними согласиться, но потом добавил очень верные слова и раскрыл свою мысль. Я тоже вот подтверждение этого хочу сказать, что, понимаете, что такое герой? Герой вот может сидеть сейчас вот среди вас. Каждый из вас герой. Это тогда, когда сложится какая-то ситуация, и человек делает выбор. И порой приходится жертвовать и притуплять или как там преодолевать инстинкт самосохранения ради помочь другому человеку или нескольким людям, или сделать какой-то поступок, который, ну, граничит даже с потерей своей собственной жизни. Но я хочу сказать, что ведь герои, они не рождаются, они становятся. И вот Николай Григорьевич приводил пример, что те хулиганы, которые слушали зарубежную музыку и казались безнадежными, потом становились героями в определенном случае. Потому что срабатывал какой-то вот тот механизм воспитания внутри. Надо оставаться не только, я бы добавил, гражданином, но чтобы внутри был человек, не равнодушие. Вот равнодушие, это, на мой взгляд, это самый большой порок. Когда бьют там 5 одного какого-то старика, и человек проходит мимо, когда оскорбляют или хуже женщину, и мужчины сидят, не заступаются, то с этого вот начинается вот как раз равнодушие. А если человек неравнодушен, в наше время это уже герой. Понимаете? Вот в метро, в автобусе заступиться за кого-то, сделать замечание кому-то. Вот это с малого начинается вот это все. Поэтому всегда призываю людей быть неравнодушными, а не думать о том, герой или не герой. По этому вопросу хочу еще немножко добавить. Вот, у меня вот ученик был, не был, он есть сейчас, это самое, Соколов Вадим. Как бы тоже обычный парень, простой вот. Но вот на летом, значит, ну это несколько лет назад было, значит, на Петуховке у нас вот 3 человек спас из воды. Вот. Нет, он сам это живой остался, все, он сейчас у нас учится в Новосибирске, вот после армии вернулся. Вот, и в школе учась, вот в 10 классе 3 спас это самое, вот тоже как бы это. Я потом обратился в МЧС тоже, как бы вот по такому случаю думал как-то его там поощрить и так далее, но этот факт не был зарегистрирован, как бы, и, ну, просто парень свой поступок гражданский такой вот выполнил, и, видать, был так воспитан и так далее. То есть такие вот случаи, оказывается, тоже у нас в жизни бывают. Всё. Спасибо. Спасибо.